Вы смотрите новости Татарстана, в студии Алексей Калиничев. Здравствуйте, вот наши главные темы. Следствие вели. Позвольте вас заверить, что виновные от ответственности не уйдут. Каких успехов добились следователи республики, узнал Дмитрий Аринин. Перерасчета не будет. Есть соответствующие формулы, и поэтому нарушений не было. Как изменятся январские счета за отопление, расскажет Рамиль Галиуллин. Андрей, пусть будет завтра. Хотелось бы, чтобы никто не болел, какую-то пользу принести. В Казани сбор крови для паллиативных пациентов к Всемирному дню борьбы против рака. О донорской акции расскажет Вероника Гайнудинова. Попасть в сети. Если ты в сети, значит тебя все знают, значит тебя покупают. Будет ли на прилавках торговых сетей больше продуктов из Татарстана? Со встречи ритейлеров и производителей сообщит Рамиль Шайдуллин. Рустам Минниханов призвал следователей Татарстана усилить борьбу с коррупцией. Сегодня на коллегии Республиканского следственного управления доложили. По итогам минувшего года число направленных в суд коррупционных дел увеличилось на 2/3. Такой рост зафиксирован за первый год работы команды Валерия Липского на этом посту. Эта коллегия в Казани для него первая. Как сегодня сообщили, идет рост тяжких и особо тяжких преступлений. Какие резонансные дела раскрыли и что в приоритете на будущее, расскажет Дмитрий Аринин. На протяжении всего 2020 года наблюдалась тенденция роста преступности. За 2020 число тяжких и особо тяжких преступлений в Татарстане увеличилось на 1/3. Стало больше убийств и покушений. Общее число расследуемых дел превысило 7 тысяч. Почти треть из них уже дошли до суда, в том числе 9 в отношении 2 десятков членов ОПГ. Среди них 8 ранее разыскиваемых участников и лидеров организованных преступных организаций. Кварталовские, Симовские, Татаринские, Супонка, Чистопольские, Джамат. На территории республики прекращена деятельность террористических и экстремистских ячеек. Свидетели Еговы Нурджула. Судом вынесен приговор в отношении 10 участников террористической организации Хизбут Тахрир Аль-Ислами, которым назначено наказание от 11 до 22 лет лишения свободы. Такая борьба с экстремизмом, терроризмом и прочими деструктивными силами должна быть одной из приоритетных задач, отмечает Рустам Минниханов. Необходимо отградить людей, в первую очередь молодежь, от втягивания в террористические группы и радикальные экстремистские организации. Прошу вас совместно со всеми правоохранительными органами не допускать дестабилизации общественно-политической ситуации, деятельность деструктивных организаций, призывающих людей к участию в беспорядках или несанкционированных мероприятиях. Мы эти процессы уже наблюдаем. В минувшем году в Следственном управлении республики была сформирована новая руководящая команда. Как отметил Рустам Минниханов, ей удалось наладить работу с коллегами из других ведомств и повысить эффективность. Так на 2/3 выросла раскрываемость преступлений прошлых лет. Наконец-то изобличены преступники, еще в 2004 году совершившие убийство директора МУП водоканала города Казани Рутинова. Направлено в суд уголовным делом в отношении депутата Казанской гордумы Бельгильдеевой, который в 2012-2016 годах обманул 135 граждан на общую сумму 38 миллионов рублей. Пресечена деятельность группы несовершеннолетних АУЕ, совершавших вымогательство и хищение имущества на территории города Набережные Челны. Валерий Липский прокомментировал ряд резонансных уголовных дел. Одно из них – взрыв на предприятии малой нефтяной компании в Сарманово, где погибли 2 рабочих. В ходе расследования мы дадим исчерпывающую оценку действиям всех ответственных должностных лиц. Позвольте вас заверить, что виновные от ответственности не уйдут. Важной задачей остается защита детей от преступных посягательств. В суд были направлены более 300 дел этой категории. Доказано 47 случаев истязания детей. Айнур Харисов из Менделеевска получил пожизненный срок за убийство жены и маленького сына. Тогда чудом удалось спастись пасынку. К сожалению, мы знаем случаи, когда истязаниями дело не ограничилось, и дети погибают от рук собственных родителей. Также более чем на 60% выросло количество коррупционных дел, дошедших до суда. Уголовное дело о вымогательстве взяток и превышении должностных полномочий направлено дело в отношении бывшего начальника отдела полиции номер 8 Горький МВД по городу Казань Габазов, который обвиняется в том, что в период с января 2017 года неоднократно незаконно инициировал проверки деятельности кафе «Восточной кухни», а также в отношении директора данного кафе требует от него взятку в размере 1 миллион рублей. Продолжается расследование уголовного дела по фактам превышения должностных полномочий и получения взяток в отношении начальника отдела полиции МВД Софиуллина Ершова и заместителя начальника того же отдела Сидикова. Установлено, что Ершов в период с 5 по 15 год получил от местного жителя взятку
в размере 18 миллионов 400 тысяч рублей за непроведение проверочных мероприятий на автостоянках. Эту работу нужно усиливать, призывает Рустам Минниханов. В стране идет инициативное президентом страны Владимиром Путиным масштабные преобразования в экономике и социальной сфере. Регионы получают огромные ресурсы в рамках национальных проектов. Сейчас особенно важно усилить борьбу с экономическими и коррупционными преступлениями. Каждый рубль должен быть использован по назначению. Необходимо принципиально реагировать на факты коррупции, злоупотреблений со стороны чиновников. Так же, как отметил президент, следователи должны проявлять больше внимания к деталям, быть дотошнее в расследовании. Необходима беспристрастность и тактичность. Дмитрий Арин, Адель Мендубаев, ТНВ, Казань. В Татарстане не будут производить перерасчет за отопление в декабре. Начисления оправданы и никаких накруток не было. Об этом сегодня заявили в Татэнергосбыте. Напомним, волна негодования из-за повышенных платежей за тепло прокатилась по всей республике в начале года. Ресурсоснабжающие компании связали это с холодами и тут же предупредили, что январские суммы будут еще больше. Пока готовился репортаж, челнинцы уже получили новые счета. Насколько опять похолодало, расскажет Рамиль Галиулин. 5400 – это только за отопление, представляете? Настоящий коммунальный шок испытали татарстанцы, получив счета за отопление за декабрь. Наиболее острое возмущение жителей проявилось в Автограде. Там это вылилось в прокурорскую проверку. Она выявила грубые нарушения в 3 управляющих компаниях. В одной выставили средний счет за прошлую зиму, в другой счета за невыкупленные квартиры раскидали на жильцов. В третьей в декабрьскую платежку частично включили услуги за ноябрь. По результатам проверки в адрес руководителей управляющей компании «Ремжилстрой», «Жилкомсервис» и «Махалля» внесены представления об устранении нарушений в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в частности, с требованием произвести соответствующий перерасчет. Но в Татэнергосбыте говорят, это единичные случаи. В целом счета выросли по объективным причинам. Все дело в погоде. Декабрь был очень холодным. В среднем потребление тепла по сравнению с ноябрем увеличилось на треть. Начисления у нас всегда являются те показания, которые нам передают наши управляющие компании. Анализ на самом деле показал, что по декабрю месяцу увеличение составило по сравнению с ноябрем 31%. В гигакалориях, но, соответственно, и начисления. Как отметили, январь ознаменовался еще более холодными днями. Поэтому со дня на день ожидается рост в платежках примерно на 8%. Но вполне резонный вопрос журналистов, что по данным Гидрометцентра январь был теплее, чем декабрь. Татэнергосбыт нашел, что ответить. Первое, расчетный период не совпадает с календарным месяцем и начинается с 23 числа. Второе, оказалось, что не все зависит от холода. В домах, где установлены узлы учета, в начислениях температура не фигурирует априори. Там есть узел учета, есть тепловычислитель, на который поступают данные с узла учета. Это также метеорологически проверенный прибор. Температура есть температура. Стало холоднее, больше заходит тепла в дом. Но в расчетах за поставленное тепло температура наружного воздуха не фигурирует. Чем холоднее температура, тем теплее теплоноситель мы поставляем. И, естественно, это все отражается в прибор учета тепловой энергии. Как пояснили ресурсоснабжающие компании, человеческого фактора, проще говоря, подкрутки, в этой системе быть не может. В старых же домах она вполне реальна, но проверка показала, такого не было. Специально смотрели еще раз, то есть, может быть, было какое-то там еще человеческое вмешательство, да, то есть, человеческий фактор. Такого нет. Поэтому оснований для перерасчетов на сегодняшний день нет. Всегда бывает зимой так, как зима начинается. Не знаю, что придумали. Раньше было хорошо, одну сумму брали каждый месяц, и летом, и было нормально. Очень много берет, если честно. Оплату я не знаю, какие цифры берут, невозможно. Каждый раз добавляется. Отметим, что пока мы готовили этот материал, челнинцы уже успели получить январские платежки. Суммы за отопление теперь уже по сравнению с декабрем еще выросли от 100 до 500 рублей. На 3 раза, наверное, выше выросло. В прошлом году 1,5 платили за отопление, а в этом году уже почти 4 с лишним. Наверное, столько тепла не дают, сколько мы платим. Если у вас возникли вопросы, вы можете обратиться в управляющую компанию или Татэнергосбыт, чтобы ознакомиться с порядком начисления. Напомним, что с 1 января вновь начали отключать услуги ЖКХ и начислять пени за просрочку оплаты. Мораторий вводили во время пандемии. Сегодня задолженность за отопление составляет больше 6,5 миллиардов рублей. Рамиль Галиулин, Вадим Илларионов, ТНВ, Казань, Набережные Челны.
Жители казанского каменного гетто просят законодательно защитить их права, что требуют активисты солнечного города. Все детали в интернет-газете «Реальное время». Татарстан получил еще 47 880 комплектов доз вакцины «Спутник Ви». 2000 из них поступят в ближайшее время на завод КАМАЗ. Часть препарата уже пришла, и на предприятии началась массовая вакцинация. Чтобы не отрывать людей от производства, на КАМАЗе оборудовали прививочные пункты по всем требованиям Росздравнадзора. Отлично, вы просто прелесть. Самые тяжелые пандемийные времена позади, и возвращаться туда никто не хочет, признаются сотрудники автогиганта. Поэтому при первой возможности согласились на вакцинацию. Ведь на все требуется не больше 20 минут, а значит, производство не останавливается. Чтобы не болеть, чтобы без масок ходить, чтобы дети здоровы были, чтобы коллег не заражать. Чтобы начать вакцинацию прямо на предприятии, медпункты на КАМАЗе отремонтировали и оборудовали специальными холодильниками. Вакцину «Спутник Ви» можно хранить только при минус 18. Прививают заводчан фельдшеры из городских поликлиник. На сегодня вакцину сделали около 100 человек. Сотрудники завода двигателей и научно-технического центра. Запись проходила достаточно оперативно, быстро, организованно. Коллектив МТЦ и блока развития очень заинтересован, мотивирован на проведение прививки, потому что все осознают. Генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин привился от ковид одним из первых еще до начала массовой вакцинации на предприятии. Его примеру последуют и 3500 его подчиненных. Столько заводчан уже записалось на прививку. Для безопасности, да, чтобы зараза не распространялась. К примеру автогиганта в ближайшее время последуют и другие предприятия республики. Коллектив Казанского вертолетного завода уже прививается в городской поликлинике. На очереди Оргсинтез, Нижнекамскнефтехим, Казань-Горгаз, Метроэлектротранс и другие. На днях вакцину сделают и кондукторам казанских АТП. Пока на рабочем месте своих сотрудников прививают лишь на КАМАЗе. На других предприятиях направляют в поликлиники. Но как только мобильные бригады от госпиталей заработают, врачи с вакциной до предприятий будут добираться сами. Юлия Гоглева, ТНВ, Набережные Челны. И, как сообщает Минздрав, в Татарстане вакцины «Спутник Ви» привились 15 392 человека. Из них вторую дозу получили почти 3000. Медики напоминают, есть 5 способов записаться на вакцинацию. Это единый портал госуслуг России и Татарстана по единому номеру 122, при обращении в МФЦ и по контактным телефонам поликлиник. В Татарстане 2 новых случая смерти от коронавируса. Умерли женщины 61 и 77 лет. Всего за минувшие сутки в республике зафиксировано 83 новых случая COVID-19. 25 человек госпитализированы, сообщает республиканский штаб. В России за сутки зарегистрировано 16 714 заболевших. Большинство в Москве – 2095. В Санкт-Петербурге – 1571. В Нижегородской области – 471 человек. У наших соседей в Самарской области – 300 заболевших. Ульяновской – 174. В Башкортостане 165, в Чувашии 88, в Мариэл 42. Десятки литров крови для Андрея. Сегодня во Всемирный день борьбы с онкологией в Республиканском центре крови идет благотворительная донорская акция в память об Андрее Протасе. Его уже 2 года как нет в живых. Последние месяцы болезни его спасала донорская кровь. Акцию после его ухода организовала супруга, чтобы помочь всем тем, кто проходит лечение от тяжелых заболеваний. А тех, кто спешит помочь, Вероника Гайнудинова. Андрей, как вы себя чувствуете? Хорошо. Имя Андрея в центре крови уже стало символом помощи. Вот и сегодня, в день памяти Андрея Протас, его тезка Андрей Баринов делится тромбоцитами. Эти компоненты крови нужны для особо тяжелых пациентов. И таких доноров очень мало. Хотелось бы, чтобы никто не болел, какую-то пользу принести. Цель акции Андрея – сбор крови для паллиативных пациентов. Ее инициатор – жительница Казани Алла Протас. Именно в честь ее мужа Андрея акция и названа. Он был одним из паллиативных пациентов. Узнал об онкологическом заболевании, когда оно уже было неоперабельно. Последние месяцы жил только благодаря донорской крови. Андрей живет и сегодня в сердцах, помогая продлевать жизнь. Муж в январе 2018 года умер, а в феврале мы провели первую акцию. В этом году 4-й раз проходит акция. И очень такой вот прям видно, очень живой отклик сегодня. Много людей. Это очень радует. Мне хочется только сказать, чтобы никто не болел. Вот. Мы придем. Для нас это несложно. Мама у меня является почетным донором. Хотел бы повторить ее подвиг.
прошлом году в акции приняли участие около 300 человек, что позволило собрать 135 литров крови. В этом году уже в первый день акции пришли 150 человек, а банк крови пополнился на 60 литров. Кровь требуется каждый день и требуются все группы. У нас, конечно, в наличии есть все группы крови. По потребностям клиники они уходят в клиники, поэтому нам нужно постоянно пополнять. Эта акция уже шагает по стране. На днях она прошла в Йошкар-Оле, выходные планируют провести в Волгограде. А у казанцев еще завтра есть возможность подарить частичку себя, капли своей крови тем, кто в ней так нуждается. Доноров ждут в центре крови с 8 утра до полудня. Вероника Гайнудинова, Рамзель Гарипов, ТНВ, Казань. У каждого 35-го жителя Татарстана диагноз онкология. Сегодня, во Всемирный день борьбы с онкологическими заболеваниями, главный внештатный онколог Минздрава Эдуард Нагуманов рассказал, что в республике на учете стоят больше 110 тысяч пациентов. В 2020 году смертность от рака снизилась на 1,5%. Однако из-за пандемии и приостановки диспансеризации меньше людей стало проходить обследование и обращаться за медпомощью. Серьезно повлияло на то, какое количество людей все-таки дошло до онкологической службы с выявленными заболеваниями. Это на 2500 человек меньше. Это серьезная цифра, над ней нужно работать. Минобороны России планирует построить в Казани новый военный госпиталь. Такую новость распространила ТАСС со ссылкой на Минобороны. Уже готовы несколько эскизов и проектные решения. Общая площадь застройки превысит 12 тысяч квадратных метров. Госпиталь будет рассчитан на 150 койко-мест. Лечебные учреждения позволят оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь военнослужащим и их семьям, военным пенсионерам, а также всем жителям республики. По поручению Сергея Шойгу рабочая группа уже посетила Казань. Напомним, гарнизонный лазарет 1809 года постройки располагался на улице Карла Маркса. В 2012 году госпиталь был упразднен. Его территория была частично передана Институту фундаментальной медицины и биологии КФУ. Место расположения нового госпиталя пока не афишируют. В Татарстане станет больше магазинов федеральной сети, а на их прилавках больше продуктов, произведенных в республике. Рустам Миниханов и глава X5 Retail Group сегодня подписали соглашение о сотрудничестве. Оно как раз предполагает развитие потребительского рынка и взаимодействие с местными производителями. Что пока мешает попасть на прилавки, разбирался Рамиль Шайдулин. Это вот самая лучшая вода. Чем богата республика, Рустам Миниханов показывает лично. Президент Татарстана и исполнительный директор федеральной сети знакомятся с ассортиментом продуктов местного производства. Многое давно знакомо и на федеральных прилавках. Мы поэтому встречаемся. Это все его продукция? Знаете, ведь люди, которые на закупке, не всегда пробуют, они бумажки смотрят. Все, что представлено на этих прилавках, произведено в Татарстане. Но только треть из всех продуктов продается в федеральных сетях. Остальное либо год от года пытается попасть в ритейл, либо продается в магазинах поменьше. Но только производить тогда тоже приходится мало. Так было у фермера Анатолия Самаренкина. Уже несколько лет он выращивает вешенки, но пока они не попали в федеральные сети, продавать быстрорастущие грибы было сложно. Когда решают организации, совсем по-другому. И сегодня, слава богу, спрос есть, я даже не успеваю им обеспечивать. Производить товар достаточно сложно, но продавать еще сложнее. Нам важны вот эти товаропроводящие сети, крупные сетевые компании, которые, позволяют, во-первых, представить наш продукт на полке в республике, но и продвигать нашу продукцию за пределы нашей республики. 118 производителей уже занимают больше трети полок в торговых сетях. Как пример, колбасный комплекс из Челнов теперь продает не только в республике, но и в стране. Для нас это прекрасная возможность быстрого роста, загрузки производства, это повышение компетенций наших, это повышение культуры производства. Но есть и сотни тех, кто только мечтает попасть на федеральные прилавки. Все туда стремятся, потому что если ты в сети, значит тебя все знают, значит тебя покупают, и, соответственно, растут твои обороты. Сегодня республика и федеральная сеть подписали новое соглашение о сотрудничестве. Соглашение направлено на дальнейшее развитие розничной торговой сети в Республике Татарстан. По новому соглашению ритейлер будет активнее работать с местными производителями, продавать в магазинах татарстанские газеты и журналы, а в навигации использовать и русский, и татарский языки. Рамиль Шайдулин, Александр Лобанов, ТНВ, Казань.
Если действия студента, который пошел на несанкционированный митинг, суд определит как уголовное преступление, он не сможет учиться в главном университете. А вот появившиеся сообщения об угрозах отчисления не имеют под собой никакой основы. Об этом на встрече с представителями СМИ заявил ректор КФУ Ильшат Гафуров. В ВУЗе намерены занять студентов в научно-образовательных секциях. Алия Хайрудинова о главных тезисах встречи. Полного стопроцентного возвращения к старой системе не будет. Сегодня в КФУ обучаются 50 тысяч студентов. И если до пандемии были две формы обучения – очная и заочная, после добавился дистант. Такую смешанную форму здесь сохранят на постоянной основе. Университет полностью сегодня оцифровывается, все наши действия. Вот этот режим ограничений, связанный с пандемией, он показал, что и в системе управления университета очень много можно оптимизировать за счет перехода на цифровые технологии. Не обошлось на встрече и без острых вопросов. Среди тех, кто был задержан на несанкционированных митингах, были и студенты КФУ. Это 37 человек. Правовую оценку их действиям должен дать суд, говорит Ильшат Гафуров. Пока об отчислении речи не идет. Я вижу здесь и нашу недоработку. Значит, мы не в полном объеме загружаем, я использую этот термин, энергетику наших молодых людей. Мы запускаем проект 8 часа, связанные с научными образовательными кружками. Год родных языков и народного единства КФУ проведет в тесном сотрудничестве со школами республики. Сегодня в Альма-Матер 800 студентов обучаются на татарском языке. Это будущие преподаватели физики, химии, математики. Их набор осуществляют строго по госзаказу от Минобра. В год это 120-150 человек. Задача поставлена такая, чтобы они не только могли вести, допустим, физику на татарском языке, или математику на татарском языке, но они могли точно так же вести и физику, и математику на русском языке, и желательно и на английском языке тоже. Это большая нагрузка как на преподавателей университета, так и на студентов. Поэтому принято решение, и благодаря поддержке Рустама Маргаровича, сегодня республика доплачивает стипендию в размере 15 тысяч рублей ежемесячно. К концу года КФУ планирует открыть свой собственный технопарк. Обсерватория университета уже в числе претендентов для включения в список ЮНЕСКО. Прокомментировал Гафуров и слухи о возможном поглощении университетом КНИТУ КАИ, в котором как раз идут выборы ректора. Никакого кураторства, никакого присоединения ни у кого даже в мыслях есть и не предполагается. Смена руководства технического вуза может стать лишь отправной точкой еще более тесного научного сотрудничества. Алия Хайрудинова, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Блогеры могут побороться за 200 тысяч рублей. В республике в год родных языков и народного единства объявлен конкурс «Блогер-татар». Подать заявку на участие можно до 10 февраля всем, кто старше 16 лет и ведет блог о своей работе на татарском языке. Призовой фонд разделят между 10 победителями. Конкурс организован по инициативе комиссии при президенте Татарстана по развитию татарского языка. Победители будут объявлены 21 февраля в Международный день родного языка. В своем блоге известный телеведущий Иван Ургант поделился видео, как он утопил грузовик КамАЗ-Мастер понарошку. Победители ралли «Дакар» стали гостями популярного юмористического шоу на федеральном канале. В прологе передачи ведущий попросил у гонщиков прокатиться на их машине. Что из этого получилось, смотрите сами. Ну что, давайте попробуем. Ну, еще есть машина у вас? А сколько это стоило? 700 тысяч евро. Ну, я какие-то деньги отдам. Работаем, ребят! И сегодня в столице Татарстана дали старт всероссийской спартакиаде специальной зимней олимпиады. 600 спортсменов с особенностями интеллектуального развития со всей России соревнуются в 6 дисциплинах. Кто уже готов представить страну на всемирных играх зимней специальной олимпиады, которая пройдет ровно через год в Казани, увидела Наталья Мезина. Только пятки сверкали. Сегодня это точно про спортсменов всероссийской спартакиады. Особое внимание на главный атрибут гонок – снегоступы. Команда из Ханты-Мансийска к старту этой спартакиады добиралась 3 дня. Теперь без победы точно не уедут, говорит Анастасия Копылова. У спортсменки свой секрет успеха. Поддерживали кто-нибудь меня в этом спорте. Поддержка и внимание здесь как никогда нужны каждому участнику. Спортсмены особенные, но условия равны для всех.
Оксане Зайцевой из Костромы болезнь никак не мешает профессионально заниматься баскетболом, занимать первые места в гребле, а сегодня бежать на снегоступах. Снегоступы в любое время могут сломаться или же сняться. Тренеры уверены, именно спорт помогает особенным детям поверить в свои силы. Они стали более собранными, более общительными, социализированными. В это время на стадионе «Локомотив» накал эмоций. Здесь на лыжню вышли 200 участников спартакиады. К этой гонке Александра Тимофеева из Татарстана готовилась весь год. Надо постараться сейчас, чтобы выиграть и всех обогнать. Ведь победа здесь – это место в сборной России на специальной Олимпиаде 2022 года. И у каждого спортсмена для победы своя мотивация. Чтобы папа гордился, все гордились. Родители – самое важное. Обогнать всех попытался даже олимпийский чемпион, посол зимних всемирных игр специальной Олимпиады 2022 Александр Легков. Здорово, что в этих соревнованиях нет медалей, нет победителей, нет проигравших. Это вот как раз о том, что вот эти ценности олимпийского движения, вот это самое основное здесь. Будущих олимпийцев сегодня в Татарстане принимает почти 500 волонтеров. Задействовали для состязаний сразу 4 крупных спортивных объекта. Репетиция Олимпиады 2022 года проходит успешно. Казань готова встречать практически почти на 100%. У нас некоторые работы еще ведутся на лыжно-биатлонном комплексе в поселке Мирный. С такими невероятными эмоциями спортсмены встречают на финише. У каждого здесь свой результат, но пока только предварительный. Ведь соревнования продлятся до 7 числа. И тогда станет известно, кто войдет в сборную России. Наталья Мизина, Марат Зайдуллин, Ильдар Софиуллин, Игорь Романов, ТНВ, Казань. К этой минуте все. Больше новостей в наших аккаунтах ВКонтакте и Инстаграм. Всего вам доброго и до встречи. Здравствуйте! Вновь ожидается погодный сюрприз в пятницу и не совсем приятный. О погоде на 5 февраля прямо сейчас. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке, в Бугульме, Вавлах, Азнакаево погода будет меняться на глазах. Ночью без осадков, утром начнется снегопад, днем усилится, местами снег с дождем. Будет тепло, +1, а к вечеру резко похолодает. Пасмурная погода с порывистым южным ветром и с мокрым снегом ожидается и в Набережных Челнах, Нижнекамске, Елабуге. Тут еще теплее, днем до +3. Обильные осадки днем и плюсовая температура, переходящая в минус, ожидается в Агрызе, Менделеевске, Актаныше. На дорогах Татарстана сильная гололедица, будьте предельно осторожны. На северо-западе, в Арске, в Кукмаре, Балтаси, утром и днем снег, местами сильный, возможно метель. Днем будет тепло, +1, а вечером резко подморозит. На юго-западе, в Болгаре, Држаном, Буинске погода будет меняться в течение дня. Возможно метель, +2. В центральных районах, в Чистополе, в Альметьевске, Мамадыше облачно, снежно, тепло днем и резкое понижение температуры вечером. В пятницу днем в республику начнет поступать холодный воздух, и температурный фон стремительно будет понижаться. И еще одна полезная информация. Избавьтесь от варикоза навсегда, быстро и без боли. В клинике лазерной хирургии варикоза нет, на Достоевского. Ноги болят, отекают, судороги по ночам. Пора к специалисту. К кому же обратиться? Клиника варикоза нет. Сегодня скидка 50%. Прием с УЗИ всего 990 рублей. О, какая выгодная цена. Запишите дедушку и меня. Клиника варикоза нет на Достоевского. 212 20 40. В пятницу в Казани будет облачно, ночью без осадков и около 0. Утром снег, местами метель и около 2 градусов тепла. К вечеру уже -5. Ветер южный, порывистый. Атмосферное давление ниже нормы, 738 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха высокая, 94%. Магнитное поле Земли спокойное. О погоде все. В студии была Лейла Латыпова. Хорошего настроения и до свидания.